Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события, происходящие вокруг Абхазии. Все, что актуально и интересно, касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Начнем с приятных новостей культуры. Очень часто именно деятели культуры являются лучшими посланниками Абхазии в мире. Их искусство и талант служат имиджу нашей республики как мало что другое. Так, буквально еще вчера в стенах главного концертного академического зала столицы Татарстана Казани звучала музыка в исполнении солиста Абхазской государственной филармонии, заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделя. Лука был приглашен и участвовал во втором международном органном фестивале, который проходил в Государственном большом концертном зале имени Сайгашева в Казани. В рамках фестиваля и прошел концерт Луки Гаделя от барокко до джаза. И все в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением дирижера Дмитрия Крюкова, которого, кстати, считают одним из самых успешных дирижеров молодого поколения. Крюкову 31 год, и он уже успел поработать в Большом театре и Госкапелле России. Сразу же после концерта в Казани на своей странице в Facebook Крюков поблагодарил музыкантов оркестра и отметил выдающееся исполнительское мастерство абхазского органиста. От всей души поздравляю Татарский симфонический оркестр во главе с Александром Витальевичем Сладковским с достижением таких высот профессионализма, свободы и вдохновения. Оркестр находится на колоссальной высоте. Спасибо. Фантастические способности Лука Гаделя сыграть за один концерт столь стилистически разные сочинения поражают воображение, написал Крюков. Ну а Лука Гаделя вполне спокойно может отметить в своем списке достижений. Казань брал. Его выступления на фестивале вызвали абсолютный и неподдельный восторг у зрителей и слушателей. О том, что было в программе, каково было выступать вместе с Татарским симфоническим и о некоторых других подробностях выступления в Казани нам рассказал сам Лука Гаделя, с которым мы связались по скайпу. Лука, здравствуйте. Лука, Здравствуйте, Ариф. мы слышали о ваших выступлениях в Казани, но хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали о том, что это был за фестиваль и как вы получили туда приглашение. Арифа, спасибо вам огромное за, во-первых, за внимание к моему творчеству и за то, что вы пригласили меня на эту передачу. Да, вот буквально вчера я прилетел из Казани, выступал в прекрасном зале, это центральный концертный зал имени Сайдашева, это один из крупнейших залов Татарстана, где установлен замечательный орган голландской фирмы Флендро. Совершенно потрясающий по краскам, по тембрам инструмент. И на базе этого концертного зала базируется Государственный симфонический оркестр Татарстана. Это очень известный коллектив под управлением Александра Сладковского. Это главный дирижер и художественный руководитель этого замечательного коллектива, этого оркестра, который сейчас набирает обороты и становится популярным не только в России, но в принципе в такой на мировой концертной арене. Он достаточно известный коллектив уже на данный момент. Да, это второй органный фестиваль, который проходит в этом замечательном зале. Его организаторами являются Александр Сладковский, художественный руководитель оркестра, и профессор Московской консерватории, это куратор этого фестиваля Евгения Кривицкая. Это мой профессор, я у нее учился в Московской консерватории в аспирантуре, мы писали дипломную работу с ней. Вот. И надо сказать, что фестиваль за 2 года, вот сейчас только второй фестиваль, но он уже достаточно, так сказать, громко заявил о себе, сделал себе хорошее имя. Да? То есть в прошлом году была насыщенная программа фестиваля, и в этом году, несмотря на пандемию, открыл концерт органист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин в сотрудничестве, в тандеме с Джереми Уолкером, дирижером из Великобритании. То есть это такой вот международный проект, именно международный фестиваль. Второй концерт этого фестиваля
был у меня. Я представлял Абхазию, естественно, Сухумскую филармонию. Вот. И в рамках второго концерта дирижером был Дмитрий Крюков. Это дирижер из Уфы, из Башкортостана, главный дирижер вот, оркестра Башкортостана государственного. Программа у нас была достаточно большая. То есть это был именно мой такой большой концерт в рамках вот, фестиваля именно с оркестром. То есть обычно, когда меня приглашали выступать с оркестром в другие годы и в другие города, я обычно играл одно-два сочинения в рамках там, отделения, предположим, там, 15 минут какого-то там концерта Генделя, предположим, и во втором отделении концерт Пуленко. Это один из самых известных концертов для органа с оркестром. Обычно так. А в этот раз у меня получилось достаточно большое участие, то есть я в каждом отделении играл по 35-40 минут, то есть это достаточно большой пласт музыки. Была представлена такая разнообразная программа от барокко, был представлен концерт Генделя, до музыки 20 века. Это и Джордж Гершвин, да, джазовая такая вот известная композиция «Рапсодия в стиле блюз», и в моем переложении для органа и оркестра, и пьеса американского композитора Самуэля Барбера, который тоже очень редко звучит. И была премьера, кстати, в России впервые прозвучала симфония известного органиста, композитора бельгийского Йозефа Йонгена. То есть такой большой-большой пласт музыки. Я знаю, что во многих ваших выступлениях звучит абхазское капричо, да? Вот это получается такой микс абхазской различной музыки, которую вы переложили для органа. Было ли это в Казани? Но, к сожалению, исполнить абхазское капричо не удалось, потому что немножечко не вписывалась эта композиция по тематике концерта. Да? То есть нужно было представить именно сочинение для органа и оркестра. А абхазское капричо у меня все-таки такая сольная вещь для сольного органа. Но немного как бы не в этом концерте, но, естественно, я продолжаю ее исполнять. И я в этом году, кстати, к юбилею нашего органа, у нас в этом году юбилейный, кстати, год тоже нашего инструмента был, но из-за пандемии не смогли широко отметить. Я его немножечко переделал, немножечко кое-какие другие мотивы добавил. То есть сейчас она у меня в обновленном виде, эта пьеса звучит. Вот. И да, я ее очень удачно играю на своих концертах сольных, когда звучит просто сольный орган, и народ, как бы, публика очень-очень тепло всегда воспринимает эту композицию. А как вам понравилось сотрудничество с этим именно оркестром, с дирижером, с маэстро Крюковым? Как состоялось ваше сотрудничество? Арифа, естественно, я под впечатлением от звучания самого оркестра, то есть настолько слаженно, настолько четко у них все. То есть мы с 2 репетиций, в принципе, программа очень сложная, именно ансамблево, да, вот все, так сказать, чтобы было четко, ровно, вместе, да, вот музыка 20 века все-таки это сложный такой музыкальный язык, но за 2 репетиции, благодаря выучке оркестра, за 2 репетиции мы просто все очень быстро собрали. Ну и, конечно же, дирижер Дмитрий Крюков, который был полностью погружен в материал, очень четкий у него дирижерский жест. Я, несмотря на то, что у меня как бы такая фактура в руках была очень и в ногах, очень такая насыщенная, мне, конечно, удавалось смотреть на его жесты, на его, так сказать, на его жест мне, да, когда мне вступать. Вот. И это очень четко, очень профессионально. Мы очень быстро нашли общий язык. Вот я говорю, за 2 репетиции мы достаточно большую, серьезную программу собрали. Лука, еще я хотела бы сказать, что вот ваши выступления, где бы то они ни были, я имею в виду как вас, представителей культуры, искусства, да, музыкантов, это всегда вы являетесь посланниками Абхазии в мире, и вот с этой точки зрения нам было бы интересно, какие дальнейшие планы есть о каких-то выступлениях. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, Арифа, спасибо за такую оценку. Я очень рад, что как-то вот действительно удается на
должном уровне представлять нашу республику и в России, и в других странах. Вот. Дальнейшие планы. Ну, в связи с пандемией, конечно, многие города еще остаются, даже в России остаются под как бы такими карантинными мерами, либо они, если открыты, то разрешенная посадка публики в зале очень маленькая, и пока нет такой возможности приглашать в этих филармониях именно гастролеров. Но многие уже функционируют, да. Ну, то есть из ближайших концертов у нас большой концерт в Малом зале Московской консерватории 28 марта. Вот, и там будет и Кристина принимать участие, и пианистка прекрасная из Гнесинской академии. А потом я поеду в Волгоград, в Волгоградскую филармонию. Если вы помните, у меня в прошлом году, буквально в феврале, накануне вот всей этой пандемии, которая остановила все планы и, в общем, как-то так всех ввела в такой коматоз, да, у меня был концерт с рок-группой в Волгограде. Вот. Да-да-да. И сейчас мы повторяем этот концерт по просьбе и руководства, и публики. Вот я еду в конце этого месяца в Волгоград. Затем будет выступление в Йошкар-Оле. Я полечу в Йошкар-Олу в апреле. И в мае съезжу в Пермскую филармонию, это все сольные концерты, вот, в Пермскую филармонию, и потом мы очень надеемся, что мы в этом году пораньше попадем в Пицунду, и к нашему любимому инструменту, и к морю, и к соснам, ну, в общем. Кстати говоря, Да, когда вы говорили об юбилее нашего органа, вы имели в виду Пицунский, да, орган или какой? Да. А вот да. так как в прошлом году был сорван, да, этот юбилей, всякие юбилейные мероприятия из-за пандемии, то, возможно, Да. есть какие-то вот идеи о том, чтобы все-таки провести и как-то это отметить, эту дату? Я надеюсь, что да, я надеюсь, что наше руководство все-таки как-то перенесет вот такие вот пышные торжественные мероприятия на этот год. Но в любом случае я надеюсь, что фестиваль органной музыки, который проходит каждый сентябрь, он состоится, но и ничего, никакая пандемия не помешает этим планам. Но это, естественно, надо будет все уточнять у руководства, у директора, у художественного руководителя. Вот. Но я очень надеюсь на это. Конечно, и мы на это надеемся. Мы желаем вам удачи, успехов вам и Кристине, вашей музыкальной семье. Спасибо вам огромное за приглашение, за беседу, за вопросы. Спасибо. Всего доброго. Помирить власть и оппозицию. Именно с такой целью прибыл с визитом в Тбилиси спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон. Высокий чиновник не скрывает, что прибыл в Грузию с трехдневным визитом для того, чтобы привнести европейский компромисс в грузинскую политику. Даниэльсон так и заявил в ходе пресс-конференции. Мы обеспокоены тем, что страна находится в политическом тупике. Мы верим, что политические стороны используют все силы, чтобы выйти из этого тупика. Я хочу подчеркнуть, что моя роль, как и господина Харцеля, имеется в виду посол ЕС, и госпожи Дегнан, посол США, состоит в том, чтобы способствовать этому процессу. Словом, утихомирить политические страсти в Грузии пытаются сразу все дипломаты Евросоюза и США. Как сообщается в СМИ, первые встречи Даниэльсон провел с президентом Грузии госпожой Зурабишвили, после встретился с премьер-министром, а вот офис делегации ЕС в Грузии поочередно посещали как представители правящей грузинской мечты, так и оппозиционные силы страны. Как известно, на сегодняшний день под заключением находятся так называемые лидеры грузинской оппозиции, глава партии нацдвижения Ника Мелия и совладелец оппозиционного телеканала Георгий Руруа. А оппозиция игнорирует все заседания парламента в течение 4 месяцев. Они считают, что результаты парламентских выборов были подтасованы, а на приезд европейского дипломата и его посредническую миссию было возложено очень много надежд многими наблюдателями. Еще до появления Даниэльсона в Тбилиси один из политических экспертов Георгий Рухадзе заявил в интервью изданию «Эхо Кавказа»,
Цитата: «Властям придется не только сесть за стол переговоров, но и согласиться на конкретные компромиссные шаги, будь то освобождение Мелия или проведение плебисцита по вопросу досрочных выборов». Грузия должна воспользоваться этим шансом. В процесс вовлечены очень высокопоставленные лица ЕС, что беспрецедентно, считает эксперт. Если Грузия отмахнется от этого содействия, это повлечет за собой острую реакцию Брюсселя, вплоть до карательных мер. Кроме того, что это будет расценено как откат Грузии от демократии, европейских ценностей и сближения с Россией. Конец цитаты. Другие же эксперты и наблюдатели, а таковых большинство, утверждают, что никакое посредничество не поможет и не сработает без политической воли самой власти и оппозиционных сил. Вот еще одна цитата из «Эхо Кавказа». «Конструктивным диалог становится только в присутствии высоких гостей из Брюсселя. А после того, как они покидают Тбилиси, власть возвращается к привычной агрессивной риторике по отношению к оппозиции и сразу приводит красные линии в вопросе освобождения из заключения Ники Мелия и Георгия Руруа». В это самое время за океаном было сделано ошеломляющее заявление главного дипломата США, госсекретаря Энтони Блинкена, который фактически признал политику прямого вмешательства во внутренние дела другого государства. Цитата: «Мы больше не станем распространять демократию дорогостоящими военными интервенциями или путем насильственного свержения авторитарных режимов. Мы вели себя так в прошлом, но какими бы благими намерениями ни была продиктована эта тактика, она не сработала. Она лишь опорочила наше имя во всем мире и привела к утрате доверия к Америке. Теперь мы станем действовать иначе», заявил Блинкен. А дальше госсекретарь подробнее останавливается на том, как именно будет действовать американская дипломатия отныне. «Мы поступим иначе. Вашингтон будет поддерживать во всем мире демократию. Но как? Мы будем отныне подталкивать других к проведению реформ, изменению негодных законов, борьбе с коррупцией. Сами же займемся стимулированием демократического поведения», закончил свою речь госсекретарь США. Проанализировав это заявление, многие в Грузии усмотрели в этом заявлении главного американского дипломата заокеанский след в тех событиях, которые сейчас происходят в Тбилиси и во многом на Кавказе. Цитата: «Начавшиеся в Грузии процессы ни о чем вам не говорят. Крики по поводу фальсифицированных выборов, палатки, разбитые на проспекте Руставели и, наконец, как кульминация, воспроизведение скрытых телефонных подслушиваний на грузиноязычных американских телеканалах. Не наводит ли вас все это на мысль о том, что в Грузии начинается разыгрывание какого-то очередного грязного сценария?» Задается вопросом председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия в статье под названием «Американская петля на шее Грузии затягивается». Это, пожалуй, все новости, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события. До новых встреч в эфире.